Решать задачи Олимпиады можно на любом из трех языков программирования C++, Pascal или Java. Каждую задачу можно сабмитить, то есть посылать ее решение в систему максимум 50 раз. Программа сразу выдает им короткий автоматический ответ о наличии ошибок. Участники могут их исправить. В то время как несведущие в программировании у экранов напряглись, юные айтишники с неподдельным интересом слушают дальше своего эксперта Инессу Шуйкову. Благодаря ей язык программирования по олимпийской системе сегодня стал еще ближе и понятнее. А перед этим числом будет тогда число, состоящее только из, по нашему, девяток, а по этой системе исчисления из троек. А это число на единичку меньше. Эти буквы и символы на доске, а именно программный код, ляжет в основу создания всех онлайн-площадок, приложений, программ, без использования которых не обходится ни одна индустрия, что называется высший пилотаж, овладев которым специалист станет востребован в любой профессии. Основная задача программирования — составить такую программу, которая при любых условиях выдает правильный ответ. И нужно вычислить определенную одну формулу, которая самая оптимальная из множества формул. Программирование облегчает нашу повседневную жизнь, например. Также программирование востребовано везде. В сфере услуг, в медицине, также в робототехнике, ракетостроении. Искусственные интеллекты развиваются. Без программирования нынешняя жизнь человек просто невозможен. Магомед Шаухалов – ученик 9 класса Карабулакской 5-й школы и в Центре одаренных детей вместе с ровесниками постигает олимпиадную систему программирования. На данный момент разбирает задания московского муниципального этапа всероссийских соревнований по информатике. Сложность состоит в том, чтобы написать программу на определенных языках программирования. На данный момент мы проходим язык программирования C++. Обучением программирования по олимпийской системе здесь не ограничиваются. Организаторы сформировали по-настоящему гибридное занятие. Так, в аудиториях одновременно проходят и курсы по повышению квалификации для преподавателей информатики. Вообще, когда проходят вот такие подобные программы, это очень хорошее погружение, потому что без отрыва и дети, и педагоги постоянно занимаются именно одним направлением. То есть такое хорошее погружение получается. Поэтому для развития такого именно навыков, именно олимпиадного программирования, это очень полезная программа, я считаю. Эксперты федерального уровня уже ко второму уроку разделились на две аудитории. Вместе со своим коллегой из Ростова-на-Дону погружением детей в олимпиадную систему программирования занимается Инесса Шуйкова, ректор ИПК Липецка, руководитель Центра одаренных детей Липецка и член научно-методологической комиссии Федеральной Всероссийской олимпиады школьников. Знаете, мы заметили, что очень много детей, которые действительно хотят результатов, и они очень хорошо мыслят и очень желают иметь больше, чем сейчас у них есть в качестве базы знаний. Поэтому на этих детей именно ориентируюсь. Я бы видела результат действительно первых достижений. Хотелось бы, чтобы те учителя, которые сейчас с детьми, в дальнейшем смогли бы стать наставниками этим детям и придумали для них бы какую-то индивидуальную образовательную программу, чтобы каждый ребенок был в сопровождении, чтобы каждый вопрос каждого ребенка не остался без ответа. И тогда уже, в принципе, можно к лету увидеть первые результаты, потому что в стране очень много олимпиад, и в них прекрасно могут участвовать и первые победы даже привозить в Ингушетию дети, которые здесь изучают информатику. Эксперты в течение 3 дней обучают детей навыкам программирования, решения не только логарифмических, но и комбинаторных, логических и эбристических задач. Наша задача, которая ставит перед собой Министерство образования и науки Республики, именно подготовка педагогов и детей к олимпиадному движению. То есть это такая высота. Мы знаем, что дети, которые берут всероссийские олимпиады школьников, то есть становятся призерами, имеют статус БВИ, без вступительных испытаний. То есть этот ребенок имеет право выбрать любой вуз Российской Федерации и вне конкуренции с остальными абитуриентами, просто пройдя минимум своих ЕГЭ, он может сразу же претендовать на любой вуз, то есть зачисление без вступительных испытаний. Высота, которая позволит нашему региону в долгосрочной перспективе сформировать свою техническую элиту. Министерство образования и науки Республики надеется взрастить настоящих специалистов, которые будут востребованы в самых разных областях. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24.